إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها المؤمنون عباد الله, о верующие, о рабы Аллаха. Всевышний Аллах создал людей. Всевышний Аллах дал существование роду человеческому в этом мире и сделал этот мир земной поприщем для испытаний, сделал этот мир поприщем для проверки, сделал этот мир обителью для деяний, для проявления покорности Всевышнему Создателю, для того, чтобы приблизиться к Аллаху Субхану ва Тааля. И Аллах Субхану ва Тааля, поскольку этот мир – это обитель испытания, не сделал этот мир вечным. Аллах Субхану ва Тааля сделал его приходящим и кратковременным. И Аллах Субхану ва Тааля установил так и предписал так, что каждому из нас надлежит перейти в обитель постоянства, оставив вот эту вот временную обитель. А там уже, там, фидар иль-карар, в обители постоянства, там Всевышний Аллах уготовил свою награду и свой рай для тех, которые покорны Ему были в этом мире. И наоборот, приготовил свою кару и свой огонь для тех, которые ослушивались Его. Разумный человек – это тот, который сейчас себя берет под контроль и готовится, совершая деяния для того, что будет после смерти. А глупый человек и слабый человек – это тот, который пускает свою душу на самотек, позволяя ей делать, что она хочет, и при этом живет всякими бесплотными мечтаниями. О рабы Аллаха, аль-ахира, даруль-ахира, вечный обитель – это место расчета. Это даруль-хисаб, расчета за то, что мы совершали с вами здесь. И там есть, о рабы Аллаха, джанна, и там есть нар, там есть рай, и там есть ад. Там есть наслаждение, и там есть мучение и страдания. Наслаждение, которое Аллах Субхану ва Тааля приготовил для тех, которые покорны Ему, и мучение и страдания для тех, которые пренебрегли покорностью Ему в этом мире. О рабы Аллаха, задумайтесь об одной вещи. Одной из милостей Аллаха Субхану ва Тааля и проявление мудрости Аллаха Субхану ва Тааля является то, что здесь, в этом мире, Аллах Субхану ва Тааля сделал такие вещи, которые являются знаком, которые указывают нам на то, что будет в вечном мире, на то, что уготовил Аллах Субхану ва Тааля в обители постоянства. Посмотрите, человек в этой жизни проходит через радости, проходит через страдания, проходит в этом мире через благоденствие, проходит через испытания, проходит в этом мире через дары, проходит через лишения. Субханаллах. Каждый раз, когда мы получаем какой-то дар от Аллаха, что-то хорошее, это напоминает нам о наслаждениях ахира, о наслаждениях вечной жизни, о рае. Наоборот, каждый раз, когда испытываем мы что-то из страданий и мучений, это напоминает нам о мучениях вечной жизни, об аде вечной жизни. Субханаллах, Аллах Субхану ва Тааля так много сделал в этом мире четких указаний на вечный мир, что задумывающийся человек, который размышляет, он всякий раз видит эти указания и вспоминает о том, что будет там, в вечной жизни. Посмотрите, сейчас наступили, сейчас стоят вот эти вот жаркие, знойные летние дни. Жаркие, знойные летние дни. Это лето, оно напоминает нам о вещи страшной, напоминает нам о вещи великой. Это лето, это ясный знак, это истинный, четкий указатель на то, что Аллах Субхану ва Тааля уготовил для ослушников в судный день. Это лето, особенно когда становится летом очень жарко, когда стоит зной, это напоминает людям об аде, об адском огне.
Задумайтесь о хадисе, пророк, алейхиссалату вассалям, рассказывает про него, про ад, про гиену огненную, про джаханнам. Вы слышали этот хадис, может быть, не раз, но задумайтесь о нем еще раз. В эти жаркие летние дни, говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, как это передано в обоих сахихах, от Абу Хурейры, ради Аллаху та'аля ан. Он говорит, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, «Иштакатин нару иля раббиха, факалат рабби акаля ба'ди ба'да». Пожаловался ад, гиена огненная, Аллаху субхану ва тааля, своему Господу, и сказала гиена: «Рабби акаля ба'ди ба'да». «О Господь мой, одна часть моя сжирает другую часть». Настолько неистовый, страшный этот огонь и жар, что одна часть ада поедает другую часть. «Фаазина лаха бинафасейн», говорит пророк, алейхиссалату вассалям, и тогда разрешил Аллах ему, аду, гиене огненной, делать два выдоха. Нафасин фи щита, ва нафасин фи сайф. Один выдох зимой, а другой выдох летом. Фашадду ма таджидуна мин аль-хар, ва ашадду ма таджидуна мин аль-замхарир. И это когда вы ощущаете самую сильную жару, и когда вы ощущаете самый сильный мороз. Аллаху Акбар. Вот это лето, о рабы Аллаха, особенно когда становится очень жарко, это напоминает разумному человеку, у которого не слепое сердце, напоминает ему о джаханнам, о гиене огненной в судный день. Посмотрите, как мы с вами стараемся защититься от летнего зноя, от этой жары. Посмотрите, как мы ищем прохладу, как мы ищем тень, где бы укрыться, где есть помещение, в котором есть кондиционер, или автомобиль, в котором кондиционер, или, может быть, холодный напиток какой-то выпить нам, как-то охладиться. Потому что страшно, человек говорит, мне тяжело испытывать эту жару. Некоторые люди уезжают, оставляют, берут отпуск, оставляют дома, города, едут куда-то к водоемам, в прохладные местности. Субханаллах, так мы боимся вот этого зноя, и так ищем укрытие от этого зноя. Один из предшественников сказал: «Аджабан, аджабан, лиман иттака харра сайф фи дунья, кейфа ла яттаки биджтинаби зунуб, харра джаханнама яум аль-кияма». Удивительно, сказал он, один из предшественников. Удивительно. Удивляюсь человеку, который ищет защиты от летнего зноя, как он. Почему он не защищается от жара вечной жизни, от огня вечной жизни, отдаляясь от грехов? О рабы Аллаха, еще в этом мире нам напоминает об адском огне полдень. Каждый раз полдень, время, когда жарко, особенно летом, этот полуденный зной именно, он напоминает каждый раз об аде. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, сказал в хадисе: «Иза штаддаль хар, фабриду биссала, фаинна шиддаталь хар мин фихи джаханнам». Когда, говорит пророк, алейхиссалату вассалям, бывает сильная жара, охлаждайте намаз. Что значит охлаждайте намаз? То есть намаз зухар, вот этот обеденный намаз, переносите на более позднее время, туда, ближе ко времени аср, когда уже становится прохладнее. «Фаинна шиддаталь хар мин фихи джаханнам», потому что это сильная жара от бурления ада, говорит пророк, алейхиссалату вассалям. От неистовства адского огня, это сильная жара. Вот это напоминание для богобоязненных рабов. Некоторые предшественники, поэтому ас-салафу салих, праведные предшественники, они, когда уходили после джума, после намаза джума, они всегда вспоминали то, как будут люди расходиться в судный день. Одни будут уходить в рай, а другие будут уходить в ад. Потому что судный день у рабы Аллаха начнется в пятницу. Судный день в пятницу. И не дойдет еще этот день, который начнется в пятницу, до своей середины, как уже будут обитатели рая в раю, а обитатели ада в аду, и там проведут свое обеденное время. Это сказал Ибн Мас'уд, сподвижник пророка, алейхиссалату вассалам. И после этого прочел аят из Корана: «Асхабуль джаннати яума изин хайру мустакарран ва ахсану макила». Обитатели рая в тот день лучше по месту пребывания и лучше
по обеденному отдыху. Аллаху Акбар. Их обеденный отдых уже будет в этот день в раю. Пусть Аллах Субхану ва Тааля сделает нас из их числа. Еще что напоминает нам об аде в эти дни, о рабы Аллаха, и всегда это солнце, которое мы видим, как оно восходит каждый день и закатывается каждый день. Задумайтесь, ведь это знак, это солнце, это знак. Аллах Субхану ва Тааля, описывая предназначение солнца, говорит: «Ваджа'альна сираджам вахаджа», и сделали мы пылающий светоч. Предназначение солнца — светоч, дает свет. И предназначение солнца — вахаджа, пылающее, это описание его. Оно горячее, оно пылающее, это солнце, оно должно напомнить тебе об аде. Посмотри на это солнце, ты даже посмотреть на него не можешь. От его жара ты не можешь посмотреть. Вспомни про ад и вспомни про судный день. В судный день, когда все люди встанут на одной площади, совершенно ровной площади, все эти миллиарды людей, триллионы людей встанут на этой площади, и это солнце приблизится, невероятно близко будет над головами людей, они будут испытывать нестерпимый жар. Нестерпимый жар. И нет никакой тени. Куда убежишь? Там нет ни домов, ни каких-то укрытий, ни деревьев. Все, только человек, люди и солнце. Не будет тени, никакой тени, кроме той тени, в которой Аллах Субхану ва Тааля укроет некоторых счастливых людей. Пусть Аллах Субхану ва Тааля сделает нас из этих счастливцев. Еще что напоминает нам об аде в этом мире, о рабы Аллаха, разные стихийные бедствия, необычные явления, которые поражают людей. Эти молнии, которые сжигают людей. Эти ветры губительные. Или эти горячие смерчи, которые сжигают посевы, сжигают урожай. Или эти вулканы, которые бурлят и кипят. Ведь это все напоминает разумному человеку об огне ада. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ваюрсалю ссаваик, фаюсибу биха ман яша», и Он посылает молнии, то есть Аллах посылает молнии и поражает ими, кого пожелает. Еще что напоминает нам, о рабы Аллаха, об аде в этой жизни, это то, что приходится человеку пережить. Из всяких страданий, из всяких лишений, всяких мучений. Пример, один из примеров, лихорадка. Когда повышается температура у человека, 38, 39, 40, пусть Аллах Субхану ва Тааля даст благополучие. Это аль-хумма называется по-арабски, лихорадка, повышение температуры. Это тебе напоминание об аде. Аллах Субхану, пророк алейхиссалату вассалям говорит: аль-хумма кирун мин кири джаханнам, фанахуха анкум бильма'иль барид. Вот эта лихорадка, говорит пророк алейхиссалату вассалям, повышение температуры, это проявление жара гиены, то есть джаханнам, ада, один из мехов ада, поэтому отдаляйте от себя эту лихорадку при помощи, избавляйтесь от нее при помощи прохладной воды. А в одной из версий этого хадиса подумайте, что говорит пророк алейхиссалату вассалям, задумайтесь. Он говорит: «Вахия хаззуль му'мини минан нар». Субханаллах. И эта лихорадка, это доля верующего от адского огня. Субханаллах. Если тебя постигает лихорадка, повышается температура, помни, что это доля верующего от адского огня, и вспоминай и надейся, что вот сейчас это мучение, которое часть адского огня, оно для тебя. Надейся, что Аллах сделает это для тебя искуплением твоих грехов, очищением тебя, твоим очищением от прегрешений, от всякой грязи. И из того, что еще нам напоминает об адском огне, о рабы Аллаха, вот этот огонь. В этом мире, которым мы с вами пользуемся, Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Нахну джа'альнаха тазкиратан ва мата'ан лиль муквин». Мы сделали этот огонь напоминанием и пользованием для путников. Вот этот огонь, напоминание, каждый раз, когда ты зажигаешь огонь и смотришь на пламя, вспоминай про тот огонь, который уготовил Аллах Субхану ва Тааля для грешников в судный день. Пророк алейхиссалату вассалям сказал: «Нарукум джуз'ун мин саб'ина джуз'ан мин нари джаханнам». Этот ваш земной огонь, это 1/70 часть от адского огня. Кто из нас этот огонь может выдержать? Часть тела подвергается ожогу, человек страдает и мучается, не находит себе места. Аллаху Акбар. О рабы Аллаха, воистину удивительно, воистину удивительно, воистину удивительно, как мы знаем, что есть ад.
и знаем, что есть рай, не стремимся, не тоскуем по раю, и не боимся, не остерегаемся ада. Просим Аллаха Субхану ва Тааля, пусть Он пробудит наши сердца от этой спячки, от этой беспечности. Пусть Аллах Субхану ва Тааля приведет в порядок наши души с вами. Пусть Аллах Субхану ва Тааля сделает нас из рабов Его, которые думают, которые назидаются, которые извлекают выводы. Пусть Аллах Субхану ва Тааля дарует нам с вами понимание Его религии. Пусть Аллах Субхану ва Тааля возьмет нас и благим образом направит к хайру, ко всему благому. Если вы задумаетесь, о рабы Аллаха, если мы задумаемся, эти наши тела, они слабые, эти тела, они очень слабые, эти тела, они не могут выдержать огонь. Тем более они не могут вынести тот огонь, который в судный день. Поэтому человек, он должен сейчас быстренько подумать, сейчас собраться, что же сделать, чтобы поставить преграду между мной и вот этим вот огнем. Аллах Субхану ва Тааля, заботливый наш Творец, всемилостивый, добрый Творец, который желает нам блага. Он говорит: «Ку анфусакум ва ахликум нара». Защитите себя и свои семьи от адского огня. Не мечтаниями, о рабы Аллаха, не мечтаниями можно избежать ада, а только покорностью Аллаху Субхану ва Тааля. Один из предшественников, он задумался об этой вещи, об этом великом вопросе. И задумавшись об этом великом вопросе, он произнес великие слова. Он сказал: мы задумались об этой вещи, об этом вопросе и поняли, что легче сейчас в этом мире проявить покорность Аллаху и проявить терпение в покорности Аллаху, чем потом в судный день терпеть уготованный Аллахом огонь. Аллаху Акбар. Сейчас потерпи, прояви терпение сейчас в отношении покорности Аллаху, таатуллах. Это лучше и легче, чем потом терпеть то наказание, которое есть в вечном мире. О рабы Аллаха, мы просим Всевышнего Аллаха посредством Его прекраснейших имен, посредством Его возвышенных атрибутов, просим Его защитить нас от адского огня. Аллахумма аджирна минан нар. Аллахумма аджирна минан нар. Аллахумма аджирна минан нар. Рабы Аллаха, та'аввазу билляхи минан нар. Просите у Аллаха защиты от ада. Просите у Аллаха защиты от ада. Ва ин минкум илля варидуха, кана аля раббика хатман мақдия. И нет среди вас никого, кто не подойдет к нему и не увидит его. Это решение Господа твоего окончательно. Сумма нунаджи лазина аттакау, ва назару залимина фиха джисия. А потом мы спасем от него богобоязненных, а беззаконников несправедливых оставим в нем колено преклоненными. Аллахумма инна на'узу бика минан нар. Аллахумма инна на'узу бика минан нар. Аллахумма аджирна минан нар. Акулу хазал каул ва астагфируллаха ли ва лакум.